Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня в нашей программе. Начиная от врачей, заканчивая санитарками, медбратьями, медсестрами. Это действительно, это герои. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом. На передовой борьбы с ковид-2020 герои нашего времени. Моя квартира находится на 8-м этаже, с той стороны дома. Более 1300 человек по уголовному делу были признаны потерпевшими. Тяжкая доля или эпопея с дольщиками? Ждать ли новоселья и кому? Маша Белен Аю. Самый популярный мультфильм теперь на татарском. Кто она? Татарская Машенька. Сегодня Международный день без интернета. Я думаю, немногие могут оторваться от всемирной паутины хотя бы на полдня. Ощущение, как у наркомана. Руки тянутся к гаджету в поисках инъекции спасительных гигабайтов. Даже, признайтесь, ломка начинается у многих, если айфона нет рядом. Мы сами, не замечая, привыкли все время быть в контакте. Ложимся и просыпаемся с телефоном. Эта новая реальность преподносит нам все новые и новые сюрпризы. Организаторы протестов в защиту Навального используют социальную сеть TikTok для того, чтобы выводить подростков и молодежь на улицы. А все официальные структуры, многочисленные бюрократические молодежные организации, Министерство молодежи проспали эту новую реальность. Да что там министерство? Даже для силовиков эта новая форма самоорганизации молодых людей явилась полной неожиданностью. И главное, напрашивается вывод. Наши государственные и общественные структуры, призванные работать с подрастающим поколением, потеряли контакт со значительной частью молодых людей, потеряли каналы коммуникации. В результате нашими детьми управляют неведомые кукловоды и отправляют их в качестве живого щита на дубинки ОМОНа. История 18-летнего тиктокера Константина Лакеева, которая обошла все СМИ на этой неделе, яркое тому доказательство. Напомню, в составе группы молодых людей он участвовал в нападении на машину ФСБ в Москве 23 января. Блогера полицейские нашли, задержали и затем распространили видео с его признанием. Давайте посмотрим. Начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул ее. Чему я очень раскаиваюсь и сожалею, и прошу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. И больше такого 100% не повторится. Согласитесь, нормальный, симпатичный парень, который попал в очень неприятную историю, скорее всего, из-за стадного чувства толпы, которое лишает разума. Это на первый взгляд. Но с другой стороны, у этого блогера ни много ни мало 800 тысяч подписчиков в ТикТоке. Он уже звезда, образец для подражания для почти миллиона подростков. Я внимательно изучил аккаунт Кости Киевского в социальной сети и не нашел там ни слова о политике. Приколы, хайп, кривляние и все. Ну вот посмотрите, характерный ролик. Жеманный юноша, засовывающий в рот банан, и хулиган, остервенело пинающий машину силовиков, эти два образа у меня никак не вяжутся. Но стали известны еще более интересные подробности. Оказалось, блогер Костя Лакеев уже давно не живет с родителями. Он обосновался в Подмосковье, в TikTok-хаузе. Вот этот дом. Это тоже новое явление в нашей жизни. Предприимчивые люди собирают в таких домах самых успешных блогеров. Ребята там живут под присмотром неких наставников и круглосуточно делают ролики. И получают за это приличные деньги, до 500 тысяч рублей в месяц. То есть работает целая фабрика роликов, где трудятся молодые блогеры. Проект отбивается за счет рекламы. В TikTok-доме Good People, где жил и работал Костя Лакеев, полиция арестовала всего 11 блогеров. А теперь простая математика. У каждого блогера, живущего в этом специальном доме, по миллиону подписчиков. Совокупная аудитория 11 миллионов подростков. Плюс репосты. Итого 15-20 миллионов пользователей. Совокупная аудитория одного такого
ТикТок дома. Теперь вы поняли, как все серьезно, какую реальную силу они сегодня представляют. И эту силу можно использовать в любых целях. И они имеют гораздо большее влияние на наших детей, чем мы вместе взятые. Государственные органы, общественные организации, семья и школа. Повторю, многие дети нас, оказывается, уже давно не слышат, а теперь опытные кукловоды учат их нас ненавидеть. Вы скажете, я опять преувеличиваю. Да нет, приведу еще один пример. Вот посмотрите на эти кадры. Ты мне скинешь это на WhatsApp, Вась. Эта толпа подростков собралась встречать известного блогера, кумира, который приехал в Краснодар. Его пришли встречать сотни фанатов. Встреча спонтанно превратилась в незаконное массовое мероприятие. Пришлось вмешаться полиции. О чем все это говорит? Некоторые наши дети с раннего возраста живут двойной, даже тройной жизнью. Утром он примерный, любящий сын. В школе, в университете не очень старательный ученик. А ночью неистовый, разнузданный тиктокер, просиживающий часами в интернете и готовый на все ради своего кумира. Согласитесь, не очень приятная картина получилась. Что же нам делать? Этот вопрос не только меня беспокоит в последнее время. Прежде всего, наверное, необходимо проснуться, осознать новую реальность и немедленно начинать изучать и использовать новые социальные механизмы взаимодействия, где сегодня переплелись цифровые технологии, политические интересы, циничные дельцы, деньги и судьбы наших с вами детей. Как нам стало известно, полицией 23 января во время несанкционированного митинга в Казани было задержано около 20 подростков в возрасте от 15 лет. На первый раз ограничились профилактической беседой. Родителям 3 подростков, имена которых по известным причинам мы раскрыть не можем, был выписан штраф по статье 5.35 Кодекса административных правонарушений, предусматривающий наказание за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Но на этом история не заканчивается. Об этом позже. За 40 минут до означенного часа X, то есть до начала несанкционированных акций протеста, ничего не говорило о том, что они в принципе состоятся. Полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей СМИ было в разы больше, чем всех остальных на площади возле театра Камала. И журналисты в ожидании чего-то интересного разминались общением с теми, кто вышел на митинг против митингов, как Евгений Кузьмин, который заверил нас, что встал на одиночный пикет на совершенно законных основаниях. Ну, чтобы порядок в стране был, незаконных митингов не было. Я одиночный пикет, да. Все законно. Заявил о себе, что выйду, встану здесь. Правоохранители, впрочем, бдительности не теряли, проверили, действительно ли пикет законный. Кого вы защищаете? Решите остановить! Несмотря на отдельные нападки, полицейские сохраняли спокойствие и на провокации не реагировали никак. У меня 4 детей. Я думаю, что лучшее, что я могу сделать, это вырастить поколение, которое будет делом заниматься, а не Митинговать. Да. Протестная молодежь на контакт шла охотно, только вот с выражением своей позиции, для чего они здесь, против чего конкретно выступают, иногда возникали проблемы. Ну почему незаконный? Ну это власть сказала, что незаконный. Мы просто вышли компанией погулять. А, все-таки погулять просто, да? Да. В толпе молодежи мы заметили министра по делам молодежи Дамира Фатахова. Как известно, он уже встречался с молодыми людьми, которые выходили на несанкционированные акции протеста 23 января. В этот раз попытка наладить конструктивный диалог, что называется, прямо на месте событий. Чиновник призывает говорить, обсуждать, спорить, а не кричать и скандалить. Посыл, кажется, услышан молодежью. Я хотел бы вас просто еще раз проинформировать о том, что есть разные формы диалога. Вы это прекрасно понимаете. Я, во всяком случае, в это верю. А вот подключившиеся к разговору люди более старшего поколения, такое ощущение, к конструктиву пока не готовы. Если народ собрался, есть разрешение, нет разрешения, вы обязаны выслушать. Вы Я обязаны пришел идти. для того, чтобы выслушать. Да, Пожалуйста, говорите. Вот слушайте. Говорите. Я Ну, здесь. почему никакие у нас не уголовные дела не возбуждаются по никаким преступлениям? А в это время первые задержания уже начались. По итогам всего около 200 протестующих будут задержаны и отправлены в полицию. Кого-то выпустят почти сразу, после установления личности, как, например, известного политика, журналиста и общественного деятеля Максима Шевченко.
Этот уикенд он проводит в Казани. Накануне мы встречались с Максимом Леонардовичем, и в беседе с нашей съемочной группой он не исключал, что, если будет возможность, приедет на акцию протеста в Казани. Да, она незаконна и не санкционирована властями, поэтому задержания неизбежны. Поэтому подросткам и молодежи, которые не могут совладать с эмоциями, на них лучше не появляться. Опасно. Не верьте никому, скажу я молодежи, не верьте никому, кроме себя. Когда надо будет, вы дозреете и сами поймете, о чем нет. Читайте, учитесь и понимайте политические и социальные процессы. Самое страшное, это когда человек, руководствующийся эмоциями, а не разумом, начинает участвовать в политике. Человек, который в политику приходит, руководствуясь эмоциями, обязательно станет расходным материалом. У меня просто даже нет сомнений в этом. Тем временем протестующие отправились по маршруту театр Камала «Булак», по ходу действия выкладывая стримы в интернет и делая фото. Все бы ничего, но «Булак» пока еще не пешеходный, поэтому те или иные транспортные коллизии возникали в любом случае. Благо, доблестные работники ДПС вели себя подчеркнуто вежливо и корректно. Однако и это не помогло. В середине шествия ЧП нападение на сотрудника ГИБДД. Сотрудник потребовал покинуть проезжую часть, однако протестующие проигнорировали законное требование. Было принято решение о задержании. В этот момент другая группа граждан оказала сопротивление полиции, повалила автоинспектора на землю. В результате двое нападавших задержаны и доставлены в полицию. После этого часть протестной молодежи побежала во дворы, поток митингующих людей заметно поредел. И до конечного пункта назначения Казанского Кремля дошли только горстки протестующих. Но и здесь без провокаций и задержаний, к сожалению, не обошлось. Добавим, что жилетки для журналистов в этот раз были по-настоящему спасительными. Пресса имела возможность оказаться в самой гуще событий, и представителей СМИ никто не задерживал и не препятствовал их профессиональной деятельности. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Рамзиль Гарипов. 7 дней. На этой неделе на коллегии Министерства здравоохранения Республики президент Татарстана Рустам Минниханов очень точно обрисовал наши ощущения в эту пандемию. Он сказал: вначале мы как будто рядом с Чернобылем стояли. Точнее не скажешь. Было ощущение надвигающейся катастрофы. И непонятный вирус, как невидимая радиация, начал распространяться и убивать наших знакомых, друзей, родных. Сейчас, можно сказать, мы адаптировались к жизни с коронавирусом. И в этой жизни сегодня главное выстоять, продержаться и желательно без больших потерь. Вакцинация даст нам возможность, если не победить, то контролировать коронавирус. И то, что в России так быстро были созданы вакцины, и не одна, действительно вселяет оптимизм. Сегодня мы решили вспомнить, каким был прошлый год для медиков республики, для всех людей, отдавших все свои силы на борьбу со страшной эпидемией. Вообще врачи, они как вот ангелы. Они когда приходят, успокаиваешься. Знаешь, что ты под защитой. Я благодарна врачам, что они меня вытащили. Это просто чудо. – 2020 год, который уже навсегда останется в истории. Нет, не пандемией, а беспримерным подвигом медицинских работников. Когда ежедневные тревожные цифры заболевших и выздоровевших, как сводки с передовой тяжелой войны против коронавируса. Когда за одинаковыми масками такие разные лица врачей, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи, студентов медицинских вузов и многих других работников отрасли, столкнувшихся со страшной угрозой. А за сухими цифрами статистики покинутые семьи, отмененные отпуска, отложенные свадьбы и, увы, горький уход тех, кто до конца выполнил врачебный долг и спас пациентов ценой собственной жизни. Но оставшиеся в строю под вой автомобильных сирен вновь и вновь бесстрашно отправлялись в очаги заражения. Начало года, как говорится, ничего не предвещало беды. В рамках нацпроекта здравоохранения в республике планово развиваются 7 основных федеральных и региональных программ. Но уже в январе начали появляться тревожные новости. Незнакомая инфекция, как черная тень от летучей мыши, расползалась по миру.
Уже 30 января по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова создан постоянно действующий штаб по борьбе с коронавирусом под руководством вице-премьера Лейлы Фазлеевой. В его составе министр здравоохранения республики Марат Садыков, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Потяшина и другие. В медицинских учреждениях появились первые пациенты с ковидом. Началась круглосуточная борьба за жизнь и здоровье татарстанцев. В красные зоны, на встречу с вирусом, лицом к лицу, медики уходили как на фронт. Республика первой в России приняла на лечение заболевших соотечественников. 23 февраля в Казань в Республиканскую инфекционную клиническую больницу прибыли 8 пассажиров печально знаменитого круизного лайнера Diamond Princess. Среди них 4 граждан Татарстана. Мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять. Хочу поблагодарить и руководителей республики, и медиков, которые самоотверженно трудятся сегодня для сохранения общего здоровья россиян. Не выходите на улицу без острой необходимости. Выходя из дома, используйте защиту. Март – режим самоизоляции. Все силы сосредоточены на главном – профилактике новой инфекции и спасении людей. На помощь здравоохранению пришли крупнейшие предприятия республики. Татнефть по инициативе генерального директора Наиля Маганова оперативно развернула масштабное производство масок и защитных медицинских костюмов, выпуск антисептиков на Тонеко. За счет средств компании был оборудован резервный госпиталь в Альметьевске. Группа компаний «Таиф» под руководством Руслана Шагабуддинова закупила автоматизированные линии и в сжатые сроки начала производство одноразовых масок, а также дезинфицирующих средств и медицинского кислорода. Дочернее предприятие «Полиматис» многократно нарастило выпуск нетканых материалов для медицинских нужд. ГУП «Татехмедфарм» под руководством Олега Акберова обеспечивала медучреждения и аптеки жизненно важными препаратами и бесплатными лекарствами для больных коронавирусом на дому. Благодаря слаженной работе предприятий республики в течение года медики республики получали оборудование и автомобили. Так, в преддверии Дня медицинского работника Рустам Минниханов вручил татарстанским врачам ключи от новых машин скорой помощи. Почти все лечебные учреждения республики были нацелены на борьбу с пандемией. Одной из первых была перепрофилирована и включилась в спасение больных городская клиническая больница номер 7 в Казани. Но оставалась опасность, что поток пациентов будет нарастать. По поручению президента республики компания «Акташ» под руководством Газинура Ахметова в рекордные сроки за 100 дней построила второй корпус республиканской клинической инфекционной больницы. То, что сейчас мы видим, это сплав технологий, оптимизации соответствующих рабочих процессов. Я думаю, что это в этом смысле стоит, конечно же, делать примером. Уже 10 августа в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, министра здравоохранения России Михаила Мурашко, мэра Казани Ильсура Медшина прошла церемония открытия нового здания. Коллектив клиники под руководством главного врача Марата Гатауллина получил для работы корпус с самым современным медицинским оборудованием. А 15 августа 2020-го симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева поддержал врачей и пациентов благотворительным концертом. Музыканты играли рядом с новым корпусом Республиканской клинической инфекционной больницы. Медики Татарстана, одни из первых в России, в кратчайшие сроки научились помогать особым пациентам. Врачи республики принимали роды у женщин с диагнозом ковид, и все малыши родились здоровыми. В перинатальном центре РКБ работает специальная красная зона для беременных. Единой схемы лечения будущих мам нет. Препараты подбираются так, чтобы не навредить будущему ребенку и сохранить жизнь матери. Группа особого риска «Пожилые пациенты с ковидом». В декабре из Республиканской инфекционной больницы выписали 101-летнюю Мариам Надершину, ветерана Великой Отечественной войны. И это был для всех еще один праздник Победы. Спасибо большое. А вы дела подняли, сколько времени теряли из меня. Вот чего. В ходе пандемии особо тяжелый случай обсуждается на виртуальных консилиумах на базе РКБ с помощью современных интернет-платформ и мессенджеров. Программа получила название «Виртуальный обход».
и позволяет врачам оперативно проводить медицинские консультации и помогать коллегам в самых дальних районах республики. Уже сегодня можно сделать вывод. Коронавирус не смог подорвать основу системы здравоохранения республики. Она выдержала проверку на прочность и, несмотря ни на что, возвращается в стабильный режим работы. Вновь проходит плановая диспансеризация граждан республики. Началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В течение года в 24 района Татарстана выезжали мобильные комплексы из бригад врачей разных специальностей и лабораторий. Построено 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжается возведение Центра детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани. Начал работать республиканский клинический онкологический диспансер в Набережных Челнах. Переоснащаются региональные сосудистые центры, республиканский клинический онкологический диспансер, детские поликлиники. В Зеленодольской центральной районной больнице открыт центр амбулаторной онкологической помощи. В машинах скорой помощи появились ГЛОНАСС-трекеры. Они позволили составить интерактивную карту местоположения автомобилей скорой медицинской помощи в режиме реального времени. Пандемия стала серьезным испытанием для всех нас, и прежде всего для системы здравоохранения. Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Без всякого преувеличения могу сказать, что каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом. Новая коронавирусная инфекция изменила очень многое в нашей жизни. И прежде всего вернула уважительные отношения и огромную благодарность к людям в белых халатах. У каждого из них своя красная зона. Они и сегодня, в эти минуты, бесстрашно делают шаг вперед, каким бы трудным и опасным он не был. Ведь их помощи так ждут пациенты. И каждый житель Татарстана говорит сегодня от всего сердца спасибо медикам республики. И большое спасибо врачи. Это очень такой большой труд у них, сложный сейчас. То, что они делают каждый день, начиная от врачей, заканчивая санитарками, медбратьями, медсестрами, это действительно это герои. Утро. Подходишь к окну, говоришь, слава Богу, я жива, я дышу. Пусть так, я дышу, да? Пусть я пока с кислородом, но я дышу, я могу видеть, я чувствую. Современная медицина, как известно, не стоит на месте. Стремительно устаревают не только лекарства, но и методики лечения. Поэтому нужно всегда быть на шаг впереди. Мы с гордостью можем сказать, в нашем Казанском федеральном университете создана уникальная медицинская научно-технологическая инфраструктура полного цикла от разработки до внедрения. Сегодня мы расскажем вам о научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины. Прецизионная или высокоточная медицина основана на генетическом профиле каждого человека и делает возможным лечение и профилактику заболеваний на индивидуальной основе. Представляете, в будущем, грубо говоря, вы будете принимать таблетки, которые изготовлены специально для вас, с учетом ваших генетических особенностей. Это больше всего касается лечения больных раком, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. Ученые центра, кстати, в период пандемии разработали медицинский прототип вакцины против коронавируса и создали уникальную систему определения наличия антител COVID-19. Подробности в нашем следующем репортаже. Первая расшифровка генома человека состоялась 20 лет тому назад. Это был один из самых дорогостоящих проектов в мире. Загадка, которую ученым до конца все же так и не удалось раскрыть. Осмысление и дополнение полученных данных продолжается до сих пор, как и вера в чудо, что последовательную цепочку своего ДНК в фантастическом будущем будет знать каждый.
В это сложно поверить, но уже существует вот такая своеобразная тест-полоска. Именно сюда наносится биологический материал, после чего тест-полоску загружают вот в такое уникальное оборудование, которое может как раз сделать вычисление генома человека, генома пациента. Именно так и выглядит персонализированная медицина. Технология будущего, как говорят ученые. Технология расшифровки генома, по сути, открыла новую эру в биологии и медицине. Этот центр, который обладает самым прогрессивным оборудованием, уже называют клиникой будущего. Именно здесь сегодня ученые решают не только фундаментальные, но и прикладные задачи. Старший научный сотрудник Екатерина Гаранина принимала участие во многих проектах, в том числе и в исследованиях ДНК. По ее словам, информация о генотипе пациента в будущем для врачей станет своеобразной медицинской картой, паспортом человека, где данные, полученные в ходе исследований, будут сопровождать его всю жизнь. Мы можем говорить, во-первых, и прогнозировать течение заболевания, например, в какой форме она будет протекать, тяжелой, легкой, а может быть вообще бессимптомной. Это называется таргетной терапией, то есть когда на пораженные болезнью участки воздействуют на молекулярном уровне. В арсенале центра своя генетическая лаборатория и современная научно-исследовательская база. Ученые центра работают над генными и клеточными технологиями, которые позволяют уже сегодня каждому конкретному пациенту подобрать индивидуальное лечение. То есть у центра есть наработки в этой области, есть опыт. Ученые КФУ готовы первыми в России включиться в систему отечественного здравоохранения. Но процесс этот отнюдь не так прост, как кажется на первый взгляд. И тому есть весьма объективные причины. Врачи пока еще, откровенно говоря, не умеют работать с такими данными. И задача федерального университета как раз подготовить врачей будущего, врачей-исследователей, которые смогут в своей обычной повседневной клинической практике в будущем использовать эти технологии. Научно-исследовательский центр был открыт в 2018 году. Он стал частью большого образовательного и медицинского кластера КФУ, когда в одну единую систему вошли сразу несколько подразделений. В структуру биомедицинского кластера КФУ сегодня входят Институт фундаментальной медицины и биологии, где с первого курса студенты совмещают науку и практику, университетская клиника, которая объединила 3 лечебных учреждения Казани, научно-образовательный центр фармацевтики и самым последним в кластер вошел уже Центр презенционной и регенеративной медицины. Задача перед данным центром была поставлена такая, чтобы все новые методики, технологии, протоколы лечения, которые разрабатываются либо в стенах наших университетских лабораторий, либо где-то в мире, они проходили проверку на площадке данного центра и далее транслировались в реальную клинику, практическую клинику. Современные исследования и работа с тонкими материями зачастую требуют очень больших вложений. Но бизнес, как правило, в то, что имеет долгосрочный эффект и не может дать большой и быстрой прибыли, в науку вкладываться не спешит. Потому, наверное, компаниям, готовым финансировать такие проекты, среди которых первой отозвалась группа компаний «Таиф», у научного сообщества особое отношение. Их инвестиции в развитие центра составили более 1 миллиарда рублей. Конечно же, мы получили достаточно серьезный синергетический эффект от взаимодействия с частными нашими партнерами. И в качестве достаточно большого инвестора выступило ОНО ДНК, которое создали акционеры компании «Таиф». Это одно из лучших вложений, потому что это вложение в будущее, это вложение во здоровье человека. Потому что на самом деле очень многие вещи, которые сейчас в науке делаются, то есть идет такая наука-метрика, статьи. И ученый должен отвлекаться иногда на написание статей, вместо того, чтобы выпускать некий продукт, который может помочь в медицине. И вот группа компаний «Таиф», когда они непосредственно вошли в эти взаимодействия с Казанским федеральным университетом в поддержке инновационных разработок, оно приносит успехи.
С начала пандемии ученые Центра КФУ первыми в России разработали свою технологию лечения заболевших COVID-19 пациентов с помощью переливания плазмы от переболевших людей. Одними из первых в России именно казанские ученые начали создавать прототип вакцины против новой коронавирусной инфекции. Возможно, ее не введут в клиническую практику, но ученые уверены, чем больше вакцин, тем больше у человечества шансов в итоге одержать над пандемией победу. Параллельно в КФУ велась работа по разработке экспресс-тест-системы определения антител к новому вирусу. Результаты этого проекта казанских ученых высоко оценил и президент Татарстана Рустам Минниханов во время посещения выставки, которая прошла в рамках итоговой коллегии Министерства здравоохранения. По словам президента, сегодня министерству необходимо проработать уже механизм использования таких тест-полосок в период проведения вакцинации. Когда мы вакцинацию проводим, возможно, чтобы в долгий ящик не уходить. Если у вас гарантии есть, уже не надо большие тесты проводить. Смотрим, может, это принято. Мы видим прямое и очень существенное участие бизнеса, который верит в будущее биотехнологии, инвестирует в эти кластеры. И мы очень надеемся, что именно биотехнологические продукты наши, российские, в скором времени будут помогать нашим жителям, а возможно выйдут и на международные рынки. И все же все эти разработки, по мнению ученых, это не гонка за производством чудодейственной пилюли. Но каждый проект имеет долгосрочную перспективу. Те же самые экспресс-тест-полоски в будущем можно использовать для определения антител к любой вирусной инфекции. То, что когда-то казалось невозможным, уже стало реальным. Потому так важна роль государственно-частного партнерства в развитии системы отечественного здравоохранения, когда бизнес работает не ради бизнеса, а ради одной общей цели. Наши проекты – это не просто наука ради науки, а они направлены на лечение конкретных людей, то есть конкретных заболеваний. И это очень приятное чувство, что ты не просто чем-то занимаешься, а помогаешь пациентам. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Сейчас еще об одном уникальном проекте медицинской помощи, который реализуется в Татарстане. Настоящая поликлиника на колесах, мобильная помощь, отправляется в самые отдаленные уголки республики, чтобы помочь детям-инвалидам из малообеспеченных, многодетных и приемных семей. Чтобы понять масштабы проекта, наверное, достаточно просто представить, какой путь должна проделать семья с больным малышом из Нурлата или Ютазов, например, чтобы приехать на консультацию к узкому специалисту в Казань. Какие трудности и расходы им предстоят при передвижении, ожидании, поисках ночлега, тем более с ребенком с ограниченными возможностями. Теперь врачи сами едут к маленьким пациентам. Медики говорят, если выявить тяжелые заболевания на ранней стадии у ребенка до 4 лет, то есть шанс практически полностью восстановить здоровье. И проект «Мобильная помощь» как раз об этом. Здесь можно пройти обследование на профессиональном оборудовании, проверить работу сердца, опорно-двигательного аппарата, получить консультацию невролога или психиатра. Проект реализуется благотворительным фондом «Сила в детях». Диляра Юсупова о том, как помощь спешит на помощь. Это, конечно, не бездорожье, вполне протоптанный путь. Наше старое доброе село уже давно напоминает город. А это деревня Шахмайкино Новошишминского района. Более 200 километров от Казани и около 15 от самого Новошишминска. Отдаленные, глухие и не очень деревни, таких по всей республике сотни. Зачастую это 2 улицы, 10 домов. Так сказать, мобильные деревушечки, которым так не хватает мобильной помощи. В основном помощи медицинской, но бывает и по-другому. Родион растет в приемной семье. Сначала мама лечила его от серьезного заболевания, но оказалось, что есть вещи посложнее, сложный характер. Проявление агрессии, побеги из дома. И даже сегодня он напоминает хмурого волчонка. Сначала уговорами мы пробираемся в его комнату. Там специальные штучки есть алмазные эти. И клей специально на палку специальную делаешь и... А потом во время интервью он все время молчит и скромно не поднимает головы.
Подними голову, что ты прям, ты же родила, подними. Ну уж так, ну ты же не виноват, что-то. Они проходили лечение в Казани, стояли на медицинском учете. Ляля Усманова сама психолог, но когда вещи касаются собственных детей, очень важен тот самый взгляд со стороны, которого в их небольшой деревне просто нет. Сегодня мобильная помощь подоспела и к ним. Они записались на прием к психологу. Мы, во-первых, здесь на учете стояли, в Шмидском районе, у нас районе. И потом нас направили в Казань. Мы стали там на учет в гепатологическом центре. И вот ежегодно туда ездили, проверялись. Не каждый поедет. Там все равно это сложно выезжать, куда-то искать. Но если с Родионом физиологически все в порядке, то как быть с теми, для кого большое расстояние – большая пытка? Роза Кузнецова и ее сын Костя. В этой истории и сказать, собственно, нечего. ДЦП – тяжелая степень. Парню скоро 18. Сколько километров намотано за эти годы, сосчитать невозможно. Лечение в Казани, постоянные поездки на обследование в Нижнекамск. Ну, мы в ноябре вот ездили в Нижнекамск, в ноябре мы были. Сейчас вот планируем, дай бог, нам еще один раз только съездить осталось, вот весной. У нас ни неврологов, ни этих детских именно вот такого, детских нету. Взрослые-то есть, а детских нету. Так что нам приходится ездить в Казань. Своего рода медицинский кабинет на колесах. Здесь перевозится оборудование. Но что важнее всего, в полный комплект входят врачи, специалисты, которые теперь каждые выходные будут преодолевать сотни километров. Вот он, тот самый вызов на дом в действии. Врачей здесь встречают с почестями. На то, чтобы развернуться в поликлинике, уходят считанные минуты. Их ждет очередь из пациентов, которым теперь не нужно добираться на прием несколько часов на автобусе. Непонятные случаи, сложные диагнозы обследуются, не выезжая за пределы своего села. В Чешмеле профилактории в Казани, который есть, с такими детьми работает. Раза 3 или 4 мы ездили. Улучшение есть. Но все равно еще работа предстоит. Вот к врачу нам нужно, чтобы проконсультировал. У нас в Новошмидской ЦРБ не хватает специалистов узкого профиля, узкого детского профиля, таких как хирург, невролог, лор, дефектолог и клинический психолог. Это не больница, здесь не лечат медикаментами. Приезжие врачи следят за тем, чтобы каждый пациент получил ответы на вопросы, которые здесь просто некому задать. А еще, чтобы никто не остался без внимания. Здесь могут и поговорить, и поддержать, если нужно. Доброе слово, как говорится, лучше любого лекарства. Мы выезжаем обычно в те районы, там, где нет реабилитационных центров. Там, где нет вот такой возможности, чтобы помочь родителям в один день обойти всех узких специалистов. Проект работает еще с 2017 года благодаря благотворительному фонду «Сила в детях». Его учредитель – сам отец особенного ребенка. Однажды по личной просьбе сельчан приехал помочь. И вот тут возникло. А почему, собственно, нет? Объехали 15 районов республики, осмотрено было более 1000 детишек у нас. ЭЭГ привезли оборудование специальное, чтобы сделать энцефалограмму головного мозга детишкам. В этот раз мы планируем осмотр сделать 55 детей. Тогда дорогу прокладывали собственными силами, а потом об акции узнал президент Татарстана и подарил автомобиль. После этого состав мобильной бригады стал расширяться. Врач-невролог, врач функциональной диагностики, психиатр, эпилептолог, клинический психолог, логопед. Казалось бы, посмотрели, проконсультировали, забыли. Но нет, работа по ведению пациента продолжится и за пределами села. Сначала они совершают первичный осмотр, диагностируют, то есть уже направляют родителей в то или иное русло, что нужно вообще дальше делать. Проводят исследования, составляют реабилитационный маршрут. Дефицит медицинских кадров совсем не байка. Средний показатель по России – 42 врача на 10 тысяч населения. Порой 1-2 работника заменяют целую бригаду медиков. Инвалиды – вообще отдельная история. Специалистов, которые выявляют нарушения на ранней стадии, даже в крупных городах, хватает не всегда и не всем. На ранних этапах развития ребенка, когда еще он не говорит, он не может пожаловаться и сказать, что у него болит, когда еще вот эти вот ограничения, они только-только становятся явными. И вот здесь самое главное – вовремя увидеть и вовремя подсказать родителям, что дальше делать.
Работа медицинского поезда – это еще и своеобразный обмен опытом. Поселковые терапевты получают от городских коллег рекомендации по лечению и столь необходимые диагностические исследования. Свою полную отлаженную помощь именно таким образом получила Алена Шишкина. Теперь ее дочка уже наблюдается в реабилитационном центре в Казани. Мобильную бригаду посмотрела, все специалисты, очень высококвалифицированные, и были направлены уже на реабилитацию в благотворительный фонд «Сила в детях». Сколько продлится эта командировка по поселковым дорогам, неизвестно. Известно только то, что на этот год запланировано провести 600 приемов в 9 районах республики. В Новошишминск мобильная помощь тоже еще вернется. А пока их так ждут другие сельчане, хоть из совсем забытых уголков, но совсем не забытых. Диляра Юсупова, Андрей Мохов, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Маша белән Аю. Самый популярный мультфильм теперь и на татарском. Кто она? Татарская Машенька. С началом пандемии была переформатирована вся система здравоохранения Татарстана. Задача на этот год – реабилитация пациентов, перенесших коронавирус. Также в Татарстане начинается 3-летний федеральный проект по модернизации первичного звена. Такие задачи поставлены на прошедшей коллегии Министерства здравоохранения с участием президента Рустама Минниханова. Именитого академика Игоря Торчевского поздравил Рустам Минниханов. Президент наградил ученого орденом Дуслык за значительный вклад в развитие науки. Финалисты традиционного конкурса «Студент года» получили награды. Их лично поздравил Рустам Минниханов. Среди молодых людей те, кто проявил себя не только в учебе, но и в работе на благо общества, в том числе и в волонтерском движении. Рустам Минниханов встретился с муфтием Камилем Хазратом Самигулиным, исполняющим обязанности ректора Болгрской исламской академии Айнуром Тимирхановым. Говорили о предстоящих важных событиях в исламском мире. В 2022 году будет отмечаться 1000-столетие принятия ислама в Волжской Булгарии. Еще одна тема встречи – перспективы развития Болгрской академии и совершенствования образования в вузе. Министр спорта России Олег Матыцын посетил Татарстан. Он принял участие в коллегии Министерства спорта и заседании Республиканского оргкомитета по подготовке к специальной зимней Олимпиаде в Казани. Уникальные соревнования среди людей с особенностями умственного развития проходят с 1968 года. И ровно через год его впервые примет наша страна. Олимпиада состоится в Казани. Приток зарубежных инвестиций в Татарстан в 2020 году упал почти в 4 раза, сократился общий объем инвестиций в основной капитал. На коллегии Агентства инвестиционного развития искали пути выхода из ситуации, обсудили новое федеральное постановление, которое, по мнению президента Рустама Минниханова, требует серьезной корректировки. Проекты в области альтернативной энергетики одобрил Совет директоров Татнефти. Заседание провел Рустам Минниханов. Так планируется построить ветроэнергетические установки, развивать малую гидроэнергетику и глубокую утилизацию тепла. На треть в прошлом году снизились доходы предприятий нефтегазохимического комплекса. Цифры озвучили на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Заседание, на котором подвели итоги работы за 2020 год, провел Рустам Минниханов. Вопросы промышленного развития республики обсуждали в Москве на встрече президента республики и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Борьба с интернет-мошенниками, организованными преступными группировками, в том числе молодежными, должны стать приоритетными в работе полиции в этом году. Важным направлением работы МВД, по словам президента республики, также является профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. Такие задачи были поставлены перед личным составом ведомства на следующий год. Экспериментальный закон «Цифровая зрелость» и пассивность министерств в цифровизации. Об этом говорили в Минцифре республики. Также было предложено начать цифровую трансформацию Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что важным приоритетом является оказание качественных государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Президент республики провел рабочее совещание по вопросам развития международного аэропорта Казани и выставочного центра «Казань-Экспо». Президент отметил, что концепции развития этих объектов должны быть синхронизированы. Спортивное общество «Динамо» республики отметило 95-летний юбилей. Оно возникло в ТССР как часть всесоюзного физкультурного движения. Прошло время, и наша «Динамо» стала лучшим в стране в волейболе, хоккее на траве, фехтовании, лыжах и не только. Мы продолжаем программу «7 дней». На этой неделе в Казани начали оглашать приговор Анатолию Леваде. Эту фамилию вы наверняка слышали, но если не слышали, то точно знаете строительную компанию «ФОН» и словосочетание «жилищный комплекс МЧС». Бывшего директора группы компаний, а также его бывшую супругу следователи обвинили в хищении 2,5 миллиардов рублей у дольщиков. Последние остались без денег, квартир
И только текст приговора подсудимому занял 850 страниц. И он будет дочитан спустя неделю после начала оглашения. Завтра Анатолий Левада, возможно, узнает приговор. Надо сказать, что обвинения в недобросовестности застройщиков и обмане дольщиков звучат уже лет 15, и решить проблему, несмотря на изменения в законодательстве, пока не получается. Помните, в 2009 году слушалось громкое по тем временам дело Геннадия Мамонтова, заслуженного строителя республики, экс-депутата Госсовета, руководителя крупной строительной фирмы. Тогда по уголовному делу были признаны пострадавшими 12 человек. Ущерб составил 15 миллионов рублей. Почему мы вспомнили дела минувших лет? Да потому что приговор суда Мамонтову и реальный срок заключения должны были тогда стать всем сигналом. Даже былые заслуги не помогут избежать наказания за преступление. Увы, но с тех пор число обманутых дольщиков по всей стране выросло в сотни раз. Десятки уголовных дел, тысячи пострадавших. Дело дошло до того, что в Казани в престижных домах продавались квартиры на несуществующих по проекту этажах. Застройщик, руководитель компании «Свей» Рашид Аитов уже отбывает срок в колонии общего режима. А что с дольщиками, людьми, которые вложили свои кровные в квартиры? Сейчас в официальном реестре обманутых числится 2473 человека. Надо признать, что в республике за последние 4 года удалось помочь почти 4000 человек. Смогут ли все дольщики получить ключи от жилья? И главное, когда? Татьяна Тимошенко проехала по стройплощадкам и узнала, станет ли дело Анатолия Левады последним в истории обманутых дольщиков в Татарстане и какова перспектива того, что появятся новые пострадавшие. Я бы хотела вот о будущем говорить. Сейчас кажется, что целая эпоха уходит в прошлое. «Вира» вверх звучит на строительных площадках, стоявших без движения по нескольку лет. В комплексе МЧС Ирина Князева купила двухкомнатную квартиру 7 лет назад. Тогда риэлторы показали совсем другой дом. О том, что стройка заморожена на уровне фундамента, узнала через год после покупки. Волшебным было это МЧС, фон гремело на весь Казань, очень много построили домов они. Моя квартира находится на 8 этаже, с той стороны дома. Там еще только подходит к моей квартире. Уже 7-й этаж есть, они только начали переходить на 8-й этаж. Об обманутых дольщиках как социальном явлении в республике заговорили с 2007 года. Митинги, пикеты, обвинения, требования предоставить квартиры от государства. Мамонтов, Осачий, Аитов, фамилии крупнейших застройщиков знала вся республика. Сейчас кто-то из них уже вышел на свободу, кто-то продолжает отбывать срок. А тогда люди, вложившие деньги в их компании, то требовали наказать обидчиков по всей строгости, то развязать руки и дать достроить дома. Вот и по делу группы компаний «Фон» потерпевших искали чуть ли не днем с огнем. Более 1300 человек – это те люди, которые заявили свои требования, которые по уголовному делу были признаны потерпевшими и были допрошены в указанном статусе. Однако всего массив людей, дольщиков, которые вообще были пострадавшие, там более 3000 человек, но эти люди просто не стали заявлять свои требования, так как считали, что хотят получить только свои квартиры, и просто не хотели писать заявление. Дело оказалось тяжеловесным во всех смыслах. Комментарии по нему вышли на федеральный уровень. Договоры по 3 организациям поднимались за 6 лет. Проведено огромное количество экспертиз. Материалы уголовного дела по объему заняли фургон грузовой «Газели». 700 томов по 250 страниц каждый. По версии следствия была создана организация «Оперсона Плюс», то есть, опять же, нашими фигурантами, которые продавали квартиры именно по векселям. То есть сначала деньги уходили в персону плюс, дольщик приобретал вексель и за счет этого векселя покупал себе квартиру. То есть деньги уходили в персону плюс. Ответ на вопрос, виновен ли глава «Фона» в мошенничестве с ущербом в 2 миллиарда 600 миллионов рублей, прозвучит в суде. Как ваше здоровье? Не дождутся. На судебное заседание заслуженный строитель республики Анатолий Левада пришел в хорошем расположении духа. Свою вину он и его бывшая супруга Диана Ахмедзянова отрицают.
Мы поддержали утвержденное обвинительное заключение, просили признать Леваду и Ахмедзян виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 по трем преступлениям, и назначить наказание Леваде Анатолию наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Для многих дольщиков ожидание новоселья растянулось на 10 лет. За это время во многих семьях родились и подросли дети, кто-то вышел на пенсию, возможно, кто-то так и не дождался ключей. Не раз менялись и законы. Свет в конце тоннеля забрезжил в 2018 году, когда была разработана и запущена государственная программа, деньги на стройку выделили из госбюджета. Там есть софинансирование Республики Татарстан 42%, поэтому суммарно мы сегодня имеем программу федеральную и республиканскую по дольщикам по 7 объектам 9 миллиардов рублей. Поэтому мы уверенно говорим, что на сегодня мы должны в 2021 году завершить строительство 10 домов. Продажа квартир в спасаемых домах не останавливалась. Сейчас на сайтах объявлений квартиры выставляют по цене примерно 90 тысяч за квадратный метр. И это не запрещено. Долю инвесторов, тех, кто покупал квартиры не для себя лично, как основное жилье, а приобретал сразу оптом свыше 2 квартир и 10, и 15, и даже больше, сейчас оценивают от 10 до 20%. И они также получат ключи. Большое количество граждан приобретали жилье для себя, вкладывали последние деньги, приобретали жилье на заемные средства, брали ипотеки, сейчас вынуждены жить в съемном жилье. И поэтому, наверное, задача государства таким гражданам помочь. Есть действительно проблема так называемых инвесторов, когда граждане приобретали квартиры не для личного пользования, а фактически для своих каких-то предпринимательских целей, для того, чтобы заработать деньги. Вопрос о том, оказывать ли поддержку таким гражданам, он сейчас на повестке дня также стоит. И, насколько мне известно, на федеральном уровне сейчас ведется дискуссия о том, чтобы внести изменения в закон, чтобы все-таки ограничить количество передаваемых инвесторам квартир. Казань, Набережные Челны, Заинск, Бавлы, Елабуга – те географические точки, где все нарастающее натяжение, напряжение или уже удалось снять, или это произойдет в этом году. Почти 4000 человек уже решили свои проблемы. Только в прошлом году 398 дольщиков получили ключи от квартир. Сейчас в списке ожидания остаются 2473 фамилии. Когда количество желающих поселиться в этом доме на улице Читаева превысило количество квадратных метров, продажи не остановились. И был найден выход. Появились дополнительные 9 этажей и дополнительный подъезд, не предусмотренные в проектной документации. Впоследствии все эти надстройки пришлось буквально срезать и искать новые адреса для тех, кто купил воздух. Землю для строительства 2 домов уже нашли на улице Аграрная и Игореева. Сейчас идет выбор проекта. Необходимо понять, какой именно подойдет по метрам для каждого дольщика. По остальным объектам строительства обещают завершить весной и летом этого года. Будет ли на этом поставлена точка? Последние 1,5 года вступили в действие новые правила. Дольщик отдает свои деньги не застройщику, а вносит в банк на специальный эскроу-счет. Чем больше дольщиков, тем меньше процент кредита для застройщика. Деньги граждан перечисляют ему только после сдачи дома. Там обман дольщика, в принципе, быть не может по минимуму, потому что если вдруг какой-то форс-мажор там тоже может появиться, и у нас банки тоже бывает имеют проблемы, да, но тогда включается механизм страховки, или другой банк достраивает, или этот банк, если все жив-здоров, достраивает, привлекает другой застройщик, через суды отвоевывает право застройщика на себя, то есть это возможные негативные сценарии отработаны юридически. Дольщики всегда будут защищены. В крайнем случае дольщик заберет свои деньги с эскроу-счета, пойдет и другого застройщика купит квартиру. И могу заявить твердо, что сегодня 60% почти всего жилья строящегося, это примерно 2 100 000, 60% строится именно по новым правилам. Механизм на май на понижение рисков дольщиков запущен, и кажется, что понятие «обманутые дольщики» должно и вовсе исчезнуть. В Казани же пока остается один застройщик, дома которого простаивают долгое время, и покупатели которых также в свое время выходили на пикет. В отношении компании «Пик Плюс» сейчас запущена процедура банкротства, и только тогда жилищные комплексы будут спасать при помощи государственных механизмов. Возбуждено одно уголовное дело. Недострои взяты под присмотром, мониторинг хода выполненных работ в 3 комплексах Казани проводит еженедельно. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.
Долгожданная премьера и, что особенно символично, в год родных языков. Самый популярный российский мультсериал о дружбе бывшего циркового артиста Медведя и маленькой веселой девочки Маши теперь можно увидеть и услышать на татарском языке. 130 серий переведены и озвучены для показа на первом татарском детском телеканале «Шаян ТВ». Организаторы проекта говорят, что «Маша Белян Аю» – это был первый мультфильм о необходимости перевода, на татарский язык которого говорили зрители, когда только еще собиралась информация о будущей сетке вещания детского канала. Была создана фокус-группа, куда вошли не только представители педагогического и родительского сообщества, но также и дети, чье мнение учитывалось при создании контента. И именно дети пожелали увидеть на экранах Шаян ТВ интересные истории и приключения из жизни обитателей леса, которым не дает скучать неугомонная и забавная девочка Маша. А теперь вот и мы расскажем историю о том, как знаменитые мультгерои заговорили на татарском языке. Кто она, татарская Машенька, знает только Эльзира Юзаева. Кто сидя, кто лежа, кто на полу, а кто и на диване. Услышав знакомый мотив, вся большая семья Галиевых устраивается у телеэкрана. Эби, Бабай и 5 внуков. Кажется, что детям эти персонажи знакомы еще с пеленок. Но интерес к мультфильму теперь возрастает с каждой новой серией. Ведь озорная девочка Маша впервые заговорила на татарском языке. Искиткеш инде, искиткеш. Үзем инде әйтәмеш укытучы буларак, менә бу Шаян ТВларның килеп чыгулары искиткеш рәхәт булды инде безнең өчен. Гел китапхана да укып бетереп булмый бит. Шуңа күрә татарчаны өйрәнер өчен, татарчаны онытмасын өчен, менә кухняда да татарча Шаян ТВ безнең, залда да татарча Шаян ТВ безнеке, бик рәхәт. «Маша и медведь» – один из самых популярных российских мультсериалов, который обрел мировую славу. Он был переведен на 25 языков, и его показали более чем в 100 странах мира. Этот мультфильм считают первым российским мультипликационным феноменом, так как он пользуется успехом в странах с разной культурой. Просто сюжет понятен и близок всем, без исключения, на каком бы языке герои не общались. Движение рта, как разговаривает герой, все это должно учитываться. Если, например, Маша в кадре открывает рот, а при этом в тексте у меня она закрывается, это нельзя, не должно так быть. Для профессионального переводчика Айсалу Галиевой это был первый опыт. Она с легкостью переводит художественную литературу с одного языка на другой. Но с мультфильмом оказалось не все так просто. Татарский и русский относятся к разным типам языков, потому возникали трудности перевода при передаче звучания и артикуляции. Для того, чтобы найти верный перевод персонажей народных сказок, Айсалу пришлось даже обратиться к наследию известных татарских переводчиков. Так, к примеру, еще в 1940 году вышла книга зарубежных и русских сказок на татарском языке. И там Гариф Губей перевел Али-Бабу как Гали-Баба, а герой-поэт Муса Джалиль нашел татарское название для образа Морозко. Все знают, что Дед Мороз – это Кыш-Бабай, а вот Морозко – это Суак-Бабай. Например, «Сколько волка не корми, в лес убежит». На татарском языке прямой перевод будет «Бүрене күпмеген ашатсаң да урманга кача». Но у нас есть свой аналог. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый. Даже если в шапку положишь волчонка, все равно он будет смотреть в сторону леса. Примерно так. И есть разговорные обороты, которые присущи только нам. И есть разговорные обороты, которые присущи только русским и звучит только по-русски. Красиво звучит. Вот все это учитывалось. Гражданин и пташкуян. Первый детский телеканал «Шаян ТВ» только за 2 года перевел на татарский язык и показал свыше 7 тысяч мультипликационных фильмов. Но «Маша и медведь» – это была давняя мечта. По словам организаторов проекта, только переговоры с производителями известного мультфильма заняли несколько лет. К тому же и один из самых популярных российских проектов является весьма дорогостоящим телевизионным продуктом. После получения лицензии на трансляцию и перевод авторы мультсериала принимали самое активное участие в подборе голосов для озвучки. Голос для девочки Маши утверждали не в Казани, а в Москве.
Девочка должна была быть не просто веселой и забавной, но иметь правильную дикцию и обладать хорошими вокальными данными. Я думала, что это будет все легко, потому что, в принципе, у нас никогда с этим проблем не было. У нас очень много артистов, очень много детей, которые с легкостью могут заняться этим, но столкнулись с проблемой, потому что я записала 4 голоса, мы записали 4 голоса на пробы, и Москва не утвердила эти голоса. Так 9-летняя Залия Зинурова оказалась, как говорят режиссеры, в формате проекта. Учащаяся 3-го В-класса Казанской татарской гимназии поразила членов жюри своим необычайным сходством с героиней Машей. Такая же маленькая, шустрая и очень веселая. Правда, по словам классного руководителя, в отличие от героини, Залия очень умная, трудолюбивая и послушная девочка и в совершенстве владеет татарским языком. Икенчесе гаиләдә аралашу һәм өченчесе татарча безнең китаплар укудыр инде. Телевидениедә менә минем балалар карыйлар инде Шаянны, барысы да әйтәләр, сөйлиләр, бездә карамаган кеше юк. Мин дәресләрне эшләп бетерәм дә, аннары 19:00-да 7-дә чыгабыз урамга. Урамда уйныйбыз, һәм аннары әни безгә кычкыра. Маша, Маша башлана диеп. Чөнки ул бит 19:30-да башлана. Әни безгә әз генә иртәрәк кычкыра. Без тиз генә шуабыз да бер тапкыр, аннары алып куябыз үзебезнең чаналарыбызны һәм тизрәк өйгә керәбез. Эльзира Юзаева, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барыгызга да иңгизге теләкләр. Встретимся через неделю. До свидания.